Наріман Мамедемінов вже більш як півроку вдома. 21 вересня минулого року громадського журналіста-блогера Нарімана Мамедемінова звільнили з колонії поселення номер 8 селища Садковського російського Ростова-на-Дону. Запрет на администрирование сайтов и сетей, в том числе сетей информационно-телекоммуникационной сети интернет. То есть, по сути, нельзя мне иметь каких-то личных сайтов и страничек, нельзя иметь какие-то сайты, каналы, либо страницы в социальных сетях, чьи-то даже, где я буду администратором. Вот двухлетний запрет на это. Наріман планує повернутися до громадянської журналістики через 2 роки. Каже, професія журналіста для нього цікава. У меня вообще было желание получить прям образование журналиста, потому что это интересно. Но вот в связи с запретом я не могу никуда выехать для обучения. Вот онлайн в любом случае подразумевает какие-то выезды. Запрет на деятельность, он еще и мне подразумевает запрет на выезд с территории Российской Федерации. 22 вересня 2018 року в будинку Нарімана Мамедемінова відбувся обшук. Тоді окупаційні співробітники ФСБ затримали чоловіка. Окупаційна влада звинуватила тоді його у публічних закликах до тероризму. Так от натворили вони з чужим імуществом. Вот так вот все перевернули. Это прям был грохот в дверь, вот прям очень сильные удары в дверь. Я оделся, ей сказал одевайся, побежал к двери, а это же март месяц, еще прохладно было. И у меня мысль была, думаю, сейчас дверь, если оторвут, она не будет закрываться, им потом будет холодно, как они будут без двери. Я прибежал к двери и им кричу, не ломай, я открою. Вырвали дверь, сложили меня там на пол, одели наручники, забежал сразу там, видимо, эти сотрудники нашли украинский паспорт, забрали сразу его, причем паспорт, загранпаспорт российский не тронули, оставили. Все, после этого здесь так вот бегло, я так понимаю, быстренько прошел обыск, и ну, нужно поехать с нами. Вот по-хорошему поедешь, или по-плохому. Есть еще вариант, чтобы поехал по-плохому. Ну, в принципе, голова у меня на месте, поэтому я думаю, ну, неприятно будет, если меня здесь будут выносить, как бы, люди в масках и с оружием, там, кричащего в машину, думаю, зачем? Ну, в любом случае увезут. Ну, ладно, поехали. Они там постоянно докладывали друг другу в плане, все, в Фейсбуке уже стрим начался, уже начали что-то писать и так далее. И это было не то, чтобы там со смехом каким-то, либо с опаской, это было на тот момент, это уже 2018 год, вот это на тот момент была констатация факта. Наріман Мамедемінов переконаний, публічність кожної справи – це добре. Это хорошо для всех, если это правдивая информация. Это хорошо и для государства, и для самих людей, которых преследуют, для их семей, для общественности, для всех. Но если это ложь, тогда это деградация. Ложь никогда ни к чему хорошему не приводит. Ірина Сорока. Новини на Суспільному. Крим.